Есть три великие загадки в мире. Кто построил пирамиды? Существует ли снежный человек? И как изменили ставки налогов в Таджикистане? Максимально коротко о том, сколько мы должны платить по новому налоговому кодексу. Ставки налога на доходы физических лиц. Раньше этот налог назывался подоходным. 12%. Именно столько удержит у вас зарплаты на вашем постоянном месте работы. Если вы гражданин другой страны и работаете в Таджикистане менее 6 месяцев, вы заплатите как нерезидент целых 20%. Если вы работаете по совместительству или имеете другой доход, например, с аренды квартиры или машины, с него ваш налог составит 15%. Ставки социального налога для нас привычнее ФСЗН, как нам говорят наши бухгалтера. Этот налог за вас платит работодатель. За сотрудников бюджетной организации в бюджет выплачивают 25% от зарплаты. Для остальных организаций, не бюджетных, 20% от зарплаты. Ставка выплат в пенсионный фонд. Для работников бюджетных учреждений 1%, 2% для сотрудников других организаций. Кстати, этот налог, как налог на доход, выплачивает работник, а не работодатель. Юридические лица тоже платят налог на доходы. Раньше это был налог на прибыль. Каждая категория имеет свою ставку. 13% установлены для производства товаров, 20% для кредитно-финансовых организаций и мобильных компаний. Для остальных видов бизнеса ставка составляет 18%. Если у вас малый бизнес и ваш валовый оборот менее 1 миллиона самани, в казну вы платите налог по упрощенной системе, либо 6% от всего валового дохода, либо 18% от того, что останется с дохода за вычетом расхода. Для производителей такая ставка составляет 13%. Если у вас средний или крупный бизнес, вы платите налог на добавленную стоимость, или, проще говоря, НДС. Стандартная ставка НДС – это 15%. Для строительных работ, гостиничных услуг и услуг общественного питания она меньше, всего лишь 7%. Для сельского хозяйства, образования и медуслуг еще ниже – 5%.